Здравствуйте. Я не знаю, с каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями, говорил Альберт Эйнштейн в XIX веке. Тысячелетняя история государства российского будет пустой и незначительной, без православия и подвига русского оружия во славу Отечества. Два этих понятия неразделимы. Они напоминают нам о том, что нельзя быть Иванами, не помнящими родства. Иначе можно целому народу потерять свой духовный стержень. Проблема исторической памяти занимает сегодня как российских ученых-историков, так и неравнодушных людей. Памятники истории – это активный фактор формирования пространства, в котором живет человек, где определяются его идеалы, духовные потребности, ценностные ориентиры. Бережное отношение к памятникам служит показателем здоровья общества, способного разумно, критически и уважительно относиться к прошлому, его достижениям или трагическим ошибкам. Шокирующие факты осквернения памятников советским воинам заставляют говорить о болезни современного поколения 21 века. Даже появилось выражение «война памятников». И над этим ломаются копья научных дискуссий, уличных митингов, споров на сайтах. Переписывать историю нужно или не нужно? Памятники сносить нужно или не нужно? А памятники сносят, взрывают мемориальные комплексы, сбрасывают бюсты с пьедесталов, оскверняют могилы. Националисты называют солдат-освободителей оккупантами. Люди протестуют, иные равнодушно взирают, прочие злорадствуют. Еще в 1939 году поэт Константин Симонов написал стихотворение «Английское военное кладбище в Севастополе». Поразительные строки. В чужом краю его обидеть могут, и землю распахать, и гроб сломать. Вы слышите? Не смейте, ради Бога. Об этом просят вас жена и мать. Напрасный страх. Уже дряхлеют даты на памятниках дедам и отцам. Спокойно спят британские солдаты. Мы никогда не мстили мертвецам. Когда поэт писал эти строки, то и никто еще не знал, что миллионам советских солдат предстоит перекопать пол Европы на окопы и на братские могилы, стать солдатами-освободителями и лечь на чужбине. Не думали наши деды, что в 21 веке будут переписывать историю, унижать и оскорблять наш народ-победитель? Искажение исторического сознания, утрата исторической памяти – это факт, который уже нельзя не признать. Явление это пагубно для нас. Еще в 2009 году в докладе Министерства культуры в Совете Федерации приводились пугающие цифры. Только за 10 лет, с 1999 по 2009 год, в России было разрушено 2000 памятников. В 2019 году число их увеличилось многократно. 10 ноября 2019 год. Одесса. Украинские националисты осквернили памятную доску маршалу Жукову. Памятник православленному военачальнику Великой Отечественной войны генералу армии Николаю Ватутину разрушили в Чернигове. Фигуры из памятника освободителям осквернены в Риге. Памятник советским воинам-освободителям разрушен в Эстонии. Памятник маршалу Коневу в Праге несколько раз пытались сбросить с пьедестала. Еще страшнее, когда вандалы – твои ровесники. Группа подростков в Одессе решила высушить ноги на вечном огне на Аллее Славы. Вандалы залили цементом вечный огонь в украинской столице. Над мемориалом «Вечный огонь» надругались в Челябинской области. На фотографии, сделанной возле вечного огня в Кисловодске, видно, как девушка прикуривает сигарету от пламени мемориала. В Кемерово подросток над вечным огнем вскинул руку в приветствии, похожем на нацистское, и выложил фотографию в интернет. Это страшно, это неправильно, это не по-человечески.
Поэтому, обращаясь к Святому Писанию, нахожу слова, взятые как название работы. Не сообразуйтесь с веком сим. Ищите и находите другие ориентиры. «Союз спасения» – замечательный фильм. Это к нам обращаются оттуда, с Сенатской площади. Посмотрите, послушайте и услышьте. Там люди умирают. Там русские стреляют в русских. Дальше только война. Поэтому бывают времена, когда одних увещеваний недостаточно. Подобно тому, как святой Феофан Затворник требовал самых решительных мер по борьбе с пропагандой безбожия, так сегодня с предельной решительностью надо выступить против пропаганды забвения и вандализма. И нам, молодому поколению, это по силам. Подтверждение тому красивые, потянутые ряды движения Юнармия, патриотических клубов, российское движение школьников, работа волонтеров. В параде 9 мая идет бессмертный полк, где портреты прадедов несут мои ровесники. Поисковые отряды, фестивали и слеты, посвященные истории Великой Отечественной войны. Это часть большой работы по сохранению Великой Отечественной войны. Данная работа дала мне огромный посыл к изучению истории Великой Отечественной. И есть еще огромное пространство для работы. Мне так много хочется еще вам сказать. Вот вы знаете, что такое диктант Победы? Нет? И я не знал до того, как стал писать работу. День белых журавлей. 22 октября – праздник белых журавлей. Этот памятный день известен не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова. Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня, когда вспоминают солдат, похороненных в братских могилах. А еще обязательно хочу, чтобы вы знали, Пыть-Ях – это небольшое поселение в Ханты-Мансийском автономном округе. И там, во дворе каждой школы, стоит вот такая скульптура – журавль и преклонивший колено солдат. А инициаторами этого стали в 2014 году школьники города. Они разработали и реализовали проект «Акция памяти. Поющий о мире». В течение года ребята агитбригады рассказывали жителям города о своей идее, а помогли изготовить памятники уже взрослые. 5 птиц, вернувшимся защитникам Отечества, теперь напоминают о героях 1941-1945 годов. Посмотрите свои страницы ВКонтакте. Там много музыки, модных блогеров. Но есть и другая группа – памятники Великой Отечественной войны. Давайте вместе станем активными участниками этой группы. Встанем на защиту исторического наследия. Кстати, говорят, Пыть-Ях в переводе с языка ханты – место хороших людей. И вправду, очень хороших. Историческая правда – горькое лекарство, но оно необходимо для нравственного здоровья. Дед, не умирай, слышишь, дед? Мне можно. Я старый. Одно жалко. Знать бы, когда война кончится. Весной кончится. Больно ты скорый, сынок. До весны нам немцев не погнать. Весной 45-го. Я точно знаю. Мы эту победу никогда не забудем, дед, понимаешь? Для нас 9 мая самый главный праздник будет. Важнее Нового года. И ветераны каждый год будут идти по главной улице, а все им будут цветы дарить и спасибо говорить. Минуту молчания каждый год. И через 10 лет, через 20, через 40, через 70 всегда, понимаешь, дед? И кино снимать. Потому что если бы не вы, нас бы вообще не было.
еще мне очень близки слова Светланы Алексеевич. Иди и сторожи в себе человека. Я думаю, что это принцип жизни для каждого человека. Поздравляю вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.